Нет, давайте покажем. Хорошо. Слушайте, жители королевства, вчера из дворца пропала королевская дочь, принцесса Гретта. Кто ее поможет найти, будет награжден по-королевски. Ты, бессовестная старуха, перенюхала всю зелень своим длинным носом, перемяла все корешки своими корявыми пальцами, так что теперь никто и не купит. И еще ругаешься, что плохой товар. У нас самгетовский повар покупает. Тебе не нравится мой нос? Мой нос прекрасный, скоро у тебя такой вырастет. Возьму-ка я 6 кочанов капусты, только ты их занеси. И за это я хорошо награжу. Иди, Яков, помоги пожилой женщине. Долго они шли, наконец остановились перед маленьким ветхим домиком. Яков застыл от удивления. Снаружи лачуга, а внутри дворец. Потолки и стены были мраморные, кресла, стулья и столы из черного дерева. Украшено было все золотом и драгоценными камнями. Садись, сынок, отдохни, за награду за твой труд я сварила тебе суп. А еще ты станешь такой же красивый, как я. А еще сделаю из тебя повар, должен же мне кто-то готовить. Якоб съедает суп и засыпает. Матушка, простите, что опоздала, но это старуха. Оставьте меня в покое. Матушка, это же я, Яков. Почему ты издеваешься над бедной женщиной? Ее сын Яков пропал 7 лет назад. Якоб смотрит и в ужасе убегает. Ганна плачет, люди утешают, а поодаль стоит Якоб и с сожалением и грустью смотрит на мать. Карлик Нос прожил 2 года у герцога. Он готовил вкусные кушанья и сам ходил покупать продукты для своих блюд на рынок. Однажды Карлик Нос купил на рынке 3 гусей, 2 гусаков и 1 гусыню. Он заметил, что 2 птиц гоготали и хлопали крыльями, а 3 гусыня тихо сидела и вздыхала. Не жалуйте, пожалуйста, меня, я не птица. Знала гусыня, что она заколдованная дочь великого волшебника Витебока. Якоб тоже рассказал свою историю, и оба решили помочь друг другу, чтобы вернуть свой прежний вид. Ты очень вкусно готовишь, но скажи мне, почему ты до сих пор не испек королевский пирог? Это ведь самый вкусный пирог на свете. О, господин, я угощу вас королевским пирогом на прощание. Я требую, чтобы ты завтра же подал нам королевский пирог. Слушаюсь, господин герцог. Наступил день моего позора. Я никогда не слыхал о таком пироге. Не огорчайся. Этот пирог часто подавали у нас в доме. И я помню, как его надо печь. Но самое главное, положить в него травку, чихай на здоровье. Тогда у королевского пирога не тот вкус. Не будем попусту терять время. Пойдем же сейчас же ее искать. Вот трава, чихай на здоровье. Вообще, Знаешь, Грета, это кажется та травка, которая прилетела меня с мальчиком и мой карликом. Дай, попробуй-ка я ее. юный зритель! А что ждет в конце Якова и принцессу? Ты сможешь узнать, прочитав книгу. Пусть тебя не покидает терпение, смирение, усердие. А также оптимистичный
романтические отношения и вера в лучшее.